Здравствуйте. Начнем сегодня, пожалуй, с одного, очень интригующего факта. Здравствуйте. На северо-востоке Синьцзяна, это район Тарбагатай, уже почти 300 лет живет небольшая группа кыргызов. Их там всего около 3000. Да, и живут они совершенно обособленно, оторванно от основного, скажем так, массива кыргызского народа. И вот что самое удивительное, по крайней мере, так сообщается, многие из них исповедуют ламаизм Тибетский буддизм, да. и говорят в основном по-казахски. Кыргызский почти не знают. Вот как так получилось? Загадка. Это действительно одна из таких, знаете, исторических головоломок. Очень интересный случай. Чтобы разобраться, мы сегодня опираемся на статью профессора Абылабека Асанканова. Доктора исторических наук. Да. Статья называется «Освоение кыргызами северо-восточной части Синьцзяна в XVIII веке». Отлично. Значит, наш план — погрузиться в это исследование и попытаться понять, причины и обстоятельства вот этого удивительного переселения. Именно так, понять, какие исторические бури занесли их так далеко. С чего начнем? Наверное, нужно взглянуть на общую картину того времени. Исторический фон. Безусловно, без этого никак. Ключевой фактор здесь — это, конечно, Джунгарское ханство. Мощное государство кочевников-уйратов. Да, оно возникло в середине 17 века и начало, очень активную экспансию. И для всех народов Центральной Азии, и для кыргызов в том числе, это имело просто колоссальные последствия. Да, я читал в статье, описывается, как вот эти джунгарские завоевания, они были особенно активны где-то с середины 17 и по первую четверть 18 века. Верно. Они буквально выталкивали часть кыргызских племен на запад, люди бежали куда подальше. Ферганскую долину, на Памир, в районы Гисара и Куляба спасались от этого джунгарского натиска. Есть даже такое горькое выражение, которое приводит автор. Да, очень показательное. Казак, Каин, Сап, Кыргыз, Гисар менен Колобко Кетенде. Что значит? В переводе примерно так. Когда казахи от голода березу доили, кыргызы ушли в Гисар и Куляб. Понимаете? Это же подчеркивает весь трагизм ситуации. Вынужденное бегство, по сути. Тяжелые времена были. Но ведь не все ушли. Какая-то часть кыргызов, получается, осталась. Осталось, да. И оказалась под властью джунгар. И вот тут, видимо, и начинается история Тарбагатайской группы. Скорее всего. Значительная часть кыргызов попала под гнет джунгарского ханства. И вот одна из основных версий, которая изложена в статье, многих из них джунгары стали просто принудительно переселять. Зачем? Как рабочую силу. Пленных, захваченных в набегах или просто население покоренных земель. Их использовали как пастухов, например, для скота джунгарской знати. И отправляли далеко на восток. Очень далеко. На Алтай, в Монголию и в том числе в Тарбагатай. То есть принудительное переселение. Как военная добыча, как рабы, по сути. Логично для той эпохи, к сожалению. Но ведь автор упоминает и другие гипотезы. Да, конечно. Рассматриваются и другие сценарии. Не все так однозначно. Какие, например? Например, есть гипотеза, что джунгары могли целенаправленно забирать кыргызских детей. Детей. Зачем? Для обучения в буддийских монастырях. Возможно, была такая стратегическая цель воспитать поколение, лояльное джунгарам, которое потом могло бы распространять ламаизм среди остальных кыргызов. Ничего себе стратегия. Через детей влиять на целый народ. Интересно. А что еще? Есть еще мнение. Его приводит другой исследователь, профессор Тукуров. Оно основано на санджира, на устных преданиях. На родословных, да? Да. Так вот, согласно этой версии, возможно, часть кыргызов не просто покорилась, а вступила в какой-то союз с джунгарами. То есть они могли быть союзниками? Или какая-то их часть. И тогда тарбагатайские кыргызы могли бы быть потомками этих союзных групп. Картина усложняется. Не только жертвы, но и, возможно, союзники. А что сами тарбагатайские кыргызы говорят? У них же наверняка есть своя версия, своя память. Конечно, есть. И их устная история, как отмечает автор статьи, передает немного другую картину. Какую же? Они считают, что их предки переселились в Тарбагатай примерно 300 лет назад не из-за джунгаров вовсе. А из-за чего тогда? Из-за внутренних конфликтов. Ссорились с сородичами на Тиньшане, споры из-за пастбищ, из-за земель.
какие-то межродовые распри. И вот якобы это и вынудило их уйти на восток, искать спокойной жизни. Вот это да. То есть в их собственной памяти главная причина внутренняя, а не внешнее давление джунгар. Как интересно могут различаться вот эти исторические нарративы. Совершенно верно, и автор исследования как раз подчеркивает, что все эти версии и принудительное переселение, и религиозное воспитание, и союз, и внутренние конфликты, они все могут содержать какую-то долю истины. То есть, возможно, разные группы кыргызов попадали в Тарбагатай разными путями и в разное время. Очень вероятно. Проблема действительно сложная и требует дальнейшего, более глубокого изучения, автор на это указывает. А что мы знаем об этой общине сегодня? Ну, согласно статье. Где они живут, как? Живут они в Тарбагатайском округе Синьцзяне. Причем не изолированно внутри себя, а смешанно с другими народами, с казахами, с ханьцами, то есть китайцами, и другими этносами. А сама кыргызская община, она однородна? Вот тут еще один интересный момент. Нет, не однородно. Там представлены выходцы из множества разных кыргызских племен. Мундус, Баарен, Сарабагаш, Сарт, Калмак, Найман, Керей, Саяк, Каракалпак. Ого, какой список. Да, причем из всех трех основных ветвей кыргызского народа. И правого крыла Он-Канат, и левого Сол-Канат, и группы Ички-Лик. Такое смешение, оно очень нетипично для других мест, где живут кыргызы в Синьцзяне. Обычно там племена селятся как-то более компактно. Такое разнообразие племен в одном месте, это само по себе уже говорит о каких-то сложных путях их формирования там. И, как мы уже сказали в начале, язык и религия. Вот эта потеря кыргызского языка в пользу казахского, это же просто невероятно. Как? Статья не дает прямого ответа, но можно предположить. Длительное соседство, возможно, браки с казахами, которых там было больше численно, плюс полная оторванность от основного кыргызского массива. Видимо, это и привело к постепенному языковому сдвигу. Понятно. А религия? Ламаизм откуда? Тоже, вероятно, влияние окружения. Может быть, еще со времен джунгар что-то осталось, а потом закрепилось из-за соседства с другими народами, исповедующими буддизм. Кстати, историк из Урумчи Оскар Жунус, он ссылается на китайские архивы, даже называет примерную дату прибытия кыргызов в Тарбагатай — 1740 год. 1740, то есть середина XVIII века. Итак, давайте попробуем подвести итог нашему сегодняшнему разбору. История появления кыргызов в Тарбагатае — это, получается, не какая-то одна прямая линия, а такой запутанный узел. Точно, тут и жестокое давление Джунгарской империи, которое выталкивало людей, и возможные внутренние какие-то неурядицы самих кыргызов, которые тоже могли привести к миграции. И, может быть, даже какие-то добровольные перемещения или союзы, как одна из версий предполагает. В общем, ясно, что история очень сложная и многослойная. Абсолютно. И источник ясно дает понять, точка в этом вопросе еще не поставлена. Нужно дальше копать, исследовать. И это оставляет нам пищу для размышлений. Вот, может быть, финальная мысль на сегодня. Да. Вот, смотрите. Это небольшая группа кыргызов. 3 века в изоляции. Пережила кардинальный языковой сдвиг с кыргызского на казахский. Смену религии с ислама, видимо, на ламаизм. Что вот эта уникальная судьба говорит нам о гибкости, об изменчивости этнической идентичности? Насколько она может меняться под давлением обстоятельств? Именно. И о том, насколько глубокий и долгосрочный след могут оставить вот такие исторические потрясения, миграции, в судьбе даже очень маленьких сообществ. Это, мне кажется, заставляет задуматься.